إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله وربы Аллаха. Сегодняшняя наша хутба – это вторая хутба из серии проповедей, посвященных сире, то есть жизнеописанию нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Первое, о чем хотелось бы сказать сегодня. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, человек, которого нам приказано любить больше, чем мы любим все другие творения. Больше, чем мы любим самих себя. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла ю'мину ахадукум хатта куна хабба илейхи мин валиди ва валади ван наси аджмаин». Не уверует никто из вас истинно, пока не буду я любимей для него, более чем родители его, и ребенок его, и все люди. Вот эта любовь к пророку, алейхиссалату вассалям, это часть нашей религии, это неотъемлемая часть нашей акиды, наших убеждений, нашего имана. Любить его больше, чем мы любим родителей, больше, чем мы любим своих детей, больше, чем мы любим своих жен, чем мы любим самих себя даже. Умар ибн Хаттаб, рады Аллаху тааля ан, этот выдающийся сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям, он сказал пророку, алейхиссалату вассалям: «Я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, ла анта хаббу илейя мин кулли шей илля мин нафси». О посланник Аллаха, ты для меня любимее, чем все, кроме меня самого. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему: «Ла валлази нафси бияди, хатта куна хабба илейка мин нафсик». Нет, это недостаточная любовь, пока я клянусь тем, в чьей руке, в чьей длани душа моя, пока не буду для тебя любимее, чем ты сам для себя. И тогда Умар тут же произошел в нем вот этот вот переворот сразу. И он сказал: «Фа иннака аль-ан валлахи ла анта хаббу илейя мин нафси». Сейчас ты, клянусь Аллахом, сейчас ты для меня, у посланника Аллаха, любимей для меня, чем я сам себе. И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему: «Аль-ан, я Умар». Вот теперь, о Умар, вот теперь та самая любовь, которая требуется. И вот эта любовь пророка, алейхиссалату вассалям, она необходима. Если нет в сердце человека любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, значит нет имана. Значит нет веры в сердце этого человека. Неверующий, значит, такой человек. И чем больше его любовь к пророку, алейхиссалату вассалям, тем больше его иман, тем больше его религия. Мы любим пророка, алейхиссалату вассалям. Почему? Почему мы должны любить его? Во-первых, потому что это Расулуллах, это посланник Аллаха. Если Аллах для тебя любимее, чем все, Аллах для тебя любимее, чем все, значит, его посланник должен быть для тебя любимее, чем все люди. Это во-первых. Во-вторых, Аллах субхану ва тааля, Он приказал нам любить своего посланника. И любовь к пророку – это из любви к Аллаху субхану ва тааля. Но любовь к пророку – это производная, это то, что следует за любовью к Аллаху. Ни в коем случае нельзя любить пророка, алейхиссалату вассалям, так, как любят Бога, как любят Создателя. Это другая любовь, это любовь ради Аллаха. Никогда любовь к пророку не должна сравняться с любовью к Аллаху, если это будет одинаковая любовь. Если кто-то любит пророка так же, как любит Аллаха, или еще большей любовью, то это ширк. Это язычество, это многобожие, это запрещенная языческая любовь, любовь мушриков, и это запрещено. Почему мы еще любим пророка, алейхиссалату вассалям? Да потому что Аллах, Он любит его больше, чем всех других людей. Конечно, ты будешь любить того человека больше всех, кого больше всех любит твой Создатель, Аллах субхану ва тааля. Далее, почему еще мы любим пророка, алейхиссалату вассалям? Да потому что Аллах сделал его причиной всех тех благ, которые мы с вами получили, вот это наставление на прямой путь. Посредством него, Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах вывел нас из мраков к свету. Посредством него Он вывел нас
из неверия к вере, из ширка, из многобожия вывел нас к таухиду, к единобожию. Если кто-то тебе сделает что-то хорошее, ведь ты же не забываешь это добро, а здесь то добро, причиной которого стал пророк, алейхиссалату вассалам, которое добро для этого мира и вечного мира, разве оно сравнимо? Поэтому, конечно, мы должны любить его. Далее, о рабы Аллаха, мы должны любить его потому, что он лучше всех поклонялся Аллаху. Никто так не поклонялся Аллаху, как он. Далее мы должны любить его, потому что у него была самая лучшая нравственность. Самый лучший холюк. И за это мы любим его. Мы любим его, потому что он не жалел своих сил, не жалел усердия на пути донесения вот этой религии до нас. На пути спасения людей он не жалел своих сил. И, наконец, мы любим его, потому что ему пришлось вынести очень много. Претерпеть очень много лишений, трудностей. Его унижали, его оскорбляли, его били, в него бросали камни, его хотели убить, его изгоняли. Но все это он терпел ради того, чтобы возвысилось слово Всевышнего Аллаха. Поэтому мы любим посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А в чем заключается эта любовь, о рабы Аллаха? Любовь к пророку, алейхиссалату вассалам, не заключается в том, чтобы его возвеличивать больше, чем или наравне с Аллахом, как некоторые это делают, или чрезмерствуют в его почитании, или как некоторые берут и поклоняются ему вместо Аллаха или наряду с Аллахом, и к нему обращаются с просьбами и с молитвами, и говорят: о посланник Аллаха, помоги. Не в этом любовь, и не в том любовь, чтобы отмечать его день рождения, маулид, то, на что нет его никакого указания, не делали это сподвижники. Любовь к нему заключается, о рабы Аллаха, в том, чтобы, во-первых, изучать его сунну, его религию. Учи его сунну, его религию, во-первых. Во-вторых, притворяй ее. Выполняй ее. Следуй неукоснительно ей. Это второе. Если ты любишь пророка, алейхиссалату вассалам. В-третьих, призывай людей к этому. К пути пророка, алейхиссалату вассалам. И четвертое, защищай пророка, алейхиссалату вассалам. Защит его сунны, это из любви к пророку, алейхиссалату вассалам. Он, посланник Аллаха, он же стремился к тому, чтобы мы получили добро, к нашему благу больше, чем мы сами о себе заботимся. Он заботился о нас больше. И поэтому Аллах, субхану ва тааля, он говорит в Коране: «Ан-набию ауля биль му'минина мин анфусихим». Пророк, он ближе к верующим, чем они сами к себе. То есть он больше о нас заботился. И сказал Аллах, субхану ва тааля, про него: «Лакад джаакум расулу мин анфусикум. Азизун алейхи ма аниттум, харисун алейкум биль му'минина рауфур рахим». Явился к вам посланник из вас самих. Тяжело ему, когда вы страдаете. Он стремится к благу для вас, и он к верующим сочувствующий, милосердный. Поэтому Аллах, субхану ва тааля, он в Коране угрожает каждому человеку, который возлюбил больше, чем Аллаха и его посланника, своих родителей, или своих детей, или своих жен, или своих родственников, или свое имущество, свои деньги, или свою торговлю, свой бизнес, или свои дома. Аллах, субхану ва тааля, говорит в Коране, Аллах угрожает этим людям. И Аллах называет таких людей фасиками, нечестивцами. Аллах говорит: «Куль ин кана абаукум, ва абнаукум, ва ихванукум, ва азваджукум, ва аширатукум, ва амвалун ихтарафтумуха, ва тиджаратун тахшауна касадаха, ва масакину тардаунаха, ахабба илейкум мин Аллахи ва расули ва джихадин фи сабили, фатараббасу хатта яати Аллах би амри, ва Аллаху ла яхдил каума аль-фасикин». Скажи людям: если для вас отцы ваши, и дети ваши, и братья ваши, и жены ваши, и род ваш, и имущество ваше, которое вы приобрели, заработали, и торговля, бизнес, застоя в котором вы боитесь, и дома ваши, которыми вы довольны, эти жилища, любимее для вас, чем Аллах и посланник его, и усердие на пути его, тогда ждите, когда Аллах придет со своим повелением, то есть со своей карой, со своим наказанием. И Аллах, он не ведет прямым путем народ нечестивый. Далее, у рабы Аллаха, поговорим сегодня с вами также о происхождении пророка, алейхиссалату вассалам.
Пророк, алейхиссалату вассалам, имеет самое лучшее происхождение, насаб. Вообще пророки и посланники, они всегда происходят из самых лучших, из самых благородных семейств. Таков закон Аллаха, и они самые лучшие и по нравственности своей, по внешнему облику, потому что Аллах, субхану ва тааля, Он избрал их из всего человечества. И Аллах, субхану ва тааля, Он знает, через кого отправлять свое послание. Аллаху аляму хайсу яджалю рисалята. Аллаху лучше знать, кому давать свое послание. То есть, кого делать посланниками. Император Восточной Римской империи, император Византии, Ираклий, Геракль. Тогда еще Шам, Сирия и эти земли, они еще тогда были под властью Византии, это была часть тогда Римской империи. Так вот, он, узнав о том, что явился посланник Божий, он решил узнать о нем. Сообщили ему, что люди из племени пророка, алейхиссалату вассалям, курайшиты, мекканцы, что они находятся сейчас там, в Шаме. Среди них Абу Суфьян. Абу Суфьян, один из лидеров курайшитов тогда, они еще тогда не уверовали, они тогда еще враждовали с пророком, алейхиссалату вассалям. Так вот, он вызвал Ираклий к себе этих арабов. И он спросил Абу Суфьяна, задал ему вопросы о пророке, алейхиссалату вассалям. И один из вопросов был: «Кейфа насабуху фикум?» Каково его происхождение среди вас, его род? И Абу Суфьян сказал: «Хуа фина зу насаб». Он среди нас обладает знатным происхождением, благородным происхождением. И потом Геракль, задав ему еще некоторые вопросы, он в конце сказал: «Я тебя спросил о его происхождении, и ты мне сказал, что он обладает среди вас благородным происхождением, ибо вот так вот посланники, Аллах посылает их, они посылаются из лучших родов, из самых благородных семейств своего народа». Самое благородное, самое лучшее происхождение, самое лучшее племя. Посланник Аллаха Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ведь он же самый лучший из пророков. И значит, он как никто заслуживает вот этого достоинства. И правда, он сейиду валади Адам, он господин, он предводитель рода человеческого, потомков Адама. Он гордость человечества в этом мире и в вечном мире. Давайте послушаем самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как он рассказывает нам о своем благородном происхождении. Он сказал: «Инна Аллах азза ва джалла астафа бани Кинана мин бани Исмаиль». Поистине Аллах, велик он и всемогущ, избрал бану Кинана из потомков Исмаиля. И избрал из бани Кинана курайшитов. И избрал из курайшитов семейство бани Хашим. А из семейства Бани Хашим избрал меня. Аль-Аббас, дядя пророка, алейхиссалату вассалям, говорит, что однажды до пророка, алейхиссалату вассалям, дошли какие-то нехорошие разговоры, которые ведут люди. И он поднялся на минбар и сказал: «Ман ана?» Кто я? Люди сказали: «Анта Расулуллах, ты посланник Аллаха». Он сказал: «Я Мухаммад бн Абдилла бн Абдиль-Мутталиб». Я Мухаммад, сын Абдуллаха, сын Абдуль-Мутталиба. Поистине Аллах создал людей и сделал меня в числе лучших. А затем разделил людей на две группы, на две партии и сделал меня из лучшей партии. Затем Он сделал людей племенами и сделал меня из лучшего племени. Затем Он сделал людей семействами и сделал меня из лучшего семейства. И я лучший из вас по дому, из которого происхожу. И я лучший из вас по своему происхождению. И сказал также пророк, алейхиссалату вассалям, послушайте, он сказал: «Бу'исту мин хайри куруни бани Адам, карнан фа карнан, хатта куну фил карна лази кунту фи». Я отправлен, происходя из лучших представителей всех поколений человеческого рода, поколение за поколением, пока не явился я в этом поколении. То есть на протяжении всех поколений от Адама, алейхиссалам, пророк, алейхиссалату вассалям, всегда происходил из лучших представителей рода человеческого. И сказал он: «Хараджту мин никах, валам ахруджь мин сифах». Я происхожу от никаха, то есть от благих, дозволенных брачных союзов, и не происхожу от разврата. «Мин ладун Адам иля ан валадани аби ва умми».
начиная от Адама до того, как родили меня отец мой и мать моя. «Валям юсибни мин сифахиль джахилияти шей», не коснулось меня из разврата джахилии ничто. То есть на протяжении всех поколений, от Адама до того, как родился пророк алейхиссалату вассалам, все его предки, они происходили, рождались от брачных союзов, от дозволенных союзов, от никаха. И никогда от разврата, от незаконных брачных союзов. И сказал он: «Ана сайиду валяди Адам яумаль кияма валя фахар». Я господин рода человеческого, предводитель их, сейид в день суда, в день воскрешения. И говорю это не из-за гордости. Итак, он лучший по своему происхождению. Он Абуль Касим, отец Аль-Касима, Мухаммад бн Абдилла, Мухаммад сын Абдулла бн Абдуль-Мутталиб, сын Абдуль-Мутталиба, бн Хашим, сын Хашима, бн Абди Манаф, сын Абди Манафа, сын Абду Манафа, бн Кусей, сын Кусея, бн Кила, бн Мурра, бн Кааб, бн Люэй, бн Галиб, бн Фихр, бн Малик, бн Надар, бн Кинана, бн Хузейма, бн Мудрика, бн Ильяс, бн Мудар, бн Низар, бн Маад, бни Аднан, сына Аднана. А Аднан, вне всякого сомнения, он из потомков Исмаиля, сына Ибрагима, того самого сына Ибрагима, Авраама, которого Аллах приказал принести в жертву Ибрагиму, дабы испытать его веру. О рабы Аллаха, наш посланник, саллаллаху алейхи вассалям, поговорит с вами о такой вещи, как его нравственность. Это очень важно. Это очень важно для нас с вами. Сколько людей, которые говорят: мы мусульмане, и внешний облик его вроде бы мусульманский облик, и борода у него, и укорачивает он свои штаны, поднимает до щиколоток или выше. Но нравственность, к сожалению, как она сильно хромает. Пророк, алейхиссалату вассалям, он явился в том числе для того, чтобы научить нас вот этому, совершенной нравственности. И если вы хотите узнать о его нравственности, то достаточно свидетельства Аллаха об этом. Больше ничего не нужно. Он сказал Аллаху: «Ва иннака ла'аля хулукин азим». Поистине ты обладаешь великим нравом. Все. И мы говорили с вами, что когда Айшу, рады Аллаху та'аля анха, спросили о нравственности пророка, алейхиссалату вассалам, а как рассказать о его нравственности? Если мы с вами будем говорить и рассказывать, мы все равно с вами не сможем описать его нравственность до конца, как это нужно. Поэтому, когда ее спросили, нрав пророка, хулюк, в чем заключался, каким он был, она сказала: «Кана хулюкуху Кур'ан». Его нравственностью был Коран. То есть посмотри Коран, что там Аллах приказывает, к чему побуждает человека, от чего удерживает. Вот воплощение этого, это живое олицетворение этого, это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И если изучать его сиру, его жизнеописание, знакомиться с хадисами пророка, алейхиссалату вассалям, то перед нами предстает вот этот образ его нравственности. Это скромность, которая сочетается с достоинством. Скромность и достоинство. Люди, которые видели его, они испытывали к нему трепет. И в то же время он был скромный. Это застенчивость, стеснительность, которая сочеталась с храбростью. Редкое сочетание. Застенчивость и храбрость. Щедрость и благородство настоящие, но в то же время далекие от того, чтобы хотеть славы среди людей и власти. Щедрость, благородство, но далекие от поиска славы. Это надежность, известная всем, и честность. Это правдивость в словах и поступках. Это воздержанность в отношении мирских благ, когда они приходят, и в то же время отсутствие алчного стремления к мирским благам, когда их нет. Это искренность перед Аллахом, субхана ва тааля, ихляс во всем. Это красноречивый язык. Это стойкое сердце. Это сильный ум. Это великолепное, прекрасное понимание. Это милосердие к младшим и старшим. Это мягкость и это кротость. Это деликатность и тонкость чувств. Это прощение людей. Это снисходительность к тем, кто совершил в отношении него что-то плохое. Это непричастность и отдаленность от всякой грубости, от всякой жесткости, от всякой черствости. Это терпение, когда постигают несчастье. Это благодарность Аллаху при радостях. И это
смелость, когда нужно произнести слово истины. Поэтому Анас сказал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Кана ахсана наси хулукан». Он был самый лучший из людей по своей нравственности. И он сказал, я не касался никогда никакого шелка, который был бы мягче, чем ладонь пророка, алейхиссалату вассалям. И я никогда не вкушал аромата, запаха лучшего, чем запах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Я ему служил 10 лет. Ни разу он мне не сказал «уф», то есть слово раздражение. Ни разу, когда я что-то сделал, он мне не говорил, зачем ты это сделал. Или когда что-то не сделал, ни разу не сказал мне, а почему ты это сделал. И Аиша говорит, если пророк, алейхиссалату вассалям, предлагался выбор между двумя вещами, как поступить, он выбирал наиболее легкий вариант, если только это не был грех. А если это был грех, тогда он был самый далекий человек от этого. وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لِنَفْسِهِ قَطْ. Никогда, говорит Аиша, пророк, алейхиссалату вассалям, не мстил за себя, никогда. Но если попирались установление Аллаха, вот тогда он мстил ради Аллаха. И говорит Аиша, никогда ничто не бил рукой своей пророка, алейхиссалату вассалям. Не бил женщину и не бил слугу, если только это не был джихад, усердие, борьба на пути Аллаха субхану ва тааля. Никогда он не бил никого, если только это не был джихад. И не бил он никогда ни женщин. И это урок многим. И никогда не бил он своих слуг. И говорит она, если кто-то ему в отношении него совершал какое-то зло, он никогда не мстил человеку. Но если попирались установления Аллаха, тогда мстил ради Аллаха. Вот такова была нравственность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и в ней назидание для всех нас, ибо он пример для нас с вами. Акулю азаль кауль вастагфируллах ли ва лакум.